То ли человеческие, то ли животные останки прямо у обрыва. Причем доступ к нему имеют все желающие. Здесь фотографируются и даже отдыхают. Все потому, что наверху для этого создана специальная зона. Здесь беседки, мангалы, скамейки и красивый вид на Волгу. Видно, на земле еще лежит уголь после приготовления шашлыков. Правда, часть беседок, судя по всему, снесло ветром. Как говорят местные жители, это место облюбовали туристы. Сами здесь бывают редко. Ну как это мангал стоит возле кладбища? Ну это же ненормально. Это в голове не укладывается. Конечно, неправильно. Где кладбище быть? Там же разве можно после кладбища? Не знаю, я так считаю. Рядом с захоронениями сейчас кипит работа. Местный гостиный двор строит домики для постояльцев. В Краеведческом музее нам рассказали. На месте, где сейчас установлены мангалы, скамейки и беседки, в 17-18 веках было кладбище. По побережью этому 17 даже 19 века, там несколько было кладбищ. И вот размывается вода, и вот кости людские, кости находили. Даже у нас в музее есть нательные кресты, найденные в этом месте, где были кладбища, вот в одном из залов. При входе на территорию с беседками забор с открытой калиткой и стенд с единственной табличкой. Здесь говорится о том, что это территория общественного самоуправления и что здесь находится народный парк в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сам же ТОС и был инициатором установки на этом месте мангалов и беседок. Приезжают из Казани, они же, как сказать, устают, кушать хотят. Вот просто сделал для людей. А вот то, что там раньше было кладбище? Ну, это было очень давно. Вот, сколько я помню, в 1912 году кого-то там похоронили. Вот одна женщина мне рассказала. Так, уже мы еще были маленькие, там ничего уже не было. Там уже были огороды. В исполкоме района поддерживают инициативу местных жителей. При этом после такого общественного резонанса здесь пообещали принять меры, чтобы в парке не устраивали народные гуляния. Чиновники не ожидали, что сама природа так обнажит вековую историю. А туристы в этом увидят только декорацию для селфи. У нас по всему берегу Волги, я думаю, что всегда находятся какие-то захоронения, и они обнажаются, потому что берег Волги сползает. Мы, конечно, сейчас обратим внимание и вот жителей, и туристов, всех тех, кто туда приходит, попросим, чтобы бережно относились к этим местам и вели себя как положено. Что касается демонтажа мангалов, то вопрос пока открыт. К тому же у входа в парк можно установить информационный стенд о том, что на этом месте когда-то было древнее кладбище. Возможно, эти меры позволят остановить поток селфи и пикников. Салават Мухаммадуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Камско-Устинский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.